В эфире «Актуальное интервью». Меня зовут Сергей Михедов. Здравствуйте. Главную красавицу республики накануне определили в столице. И сегодня в нашей студии мисс Республика Саха-Якутия 2020 Лилия Корякина. Лилия, добрый день. Поздравляем с победой. Ну и для начала предлагаю познакомить зрителей с вами. Немножко расскажите о себе. Спасибо. Меня зовут Корякина Лилия, мне 20 лет, родом я из Якутска, то есть представляла я город Якутск. Сейчас на данный момент я учусь в Российском государственном гуманитарном университете на 3-м курсе социологического факультета в Москве. В общем, приехала специально для конкурса в Якутск, и, как видите, кажется, не зря. Давайте перейдем непосредственно к самому конкурсу. Расскажите, какие были этапы в этом году и, может быть, что было самым сложным для вас для участия? То есть сначала был этап экспозиция, купальный выход в купальниках, выход в вечерних платьях, выход в национальных костюмах, что тоже было очень отрадно. И, собственно, финал с Валерией Меладзе. Как долго вообще ведется подготовка к подобному конкурсу? И, может быть, поделитесь небольшим секретом, как дорого это стоит вообще? Ну, хочется, на самом деле, в первую очередь поблагодарить организаторов конкурса за то, что они устроили такое полномасштабное шоу, в котором все было... Это был апогей якутской красоты. Это просто было невероятное, фееричное шоу, на котором зрителям посчастливилось побывать, увидеть это собственными глазами, вот, а мне посчастливилось там поучаствовать и выиграть. Немножко о взаимоотношениях между участницами. Есть ли какая-то конкурентная борьба или вы все дружно общались друг с другом? На самом деле, хочется сказать, что мы жили на протяжении 10 дней в гостинице «Лена», и там мы успели очень хорошо сблизиться, мы все очень хорошо, правда, подружились. То есть я изначально была готова к различным поворотам судьбы, каким-то форс-мажорам, но, к счастью, этого всего не оказалось. Девочки оказались все очень добрые, очень хорошие. И мне кажется, мы уже сейчас скучаем по нашим репетициям, по нашим встречам. Просто за это время мы, правда, стали такой маленькой семьей из 27 человек, участниц. На этапе подготовки, чему учили, что преподавали, может быть, хотелось бы узнать? Ну, в первую очередь, то, как правильно себя подавать на сцене, то есть это походка, это улыбка, взгляд на зрителя, то есть, и, конечно же, мы еще записывали наши голоса на фоне, то есть до этого в Мисс Якутии никогда не было такой подобной практики, мы описывали, что для нас Якутия, что для нас красота якутской девушки, что мы какой город мы представляем, Улус. Вот, мы все это записывали на фоне, получается, ходили. То есть помимо того, что мы должны как-то отлично представить именно статной, грациозной походкой, мы как-то выделяли себя и пытались представить, побольше рассказать о себе вот именно в этих словах. Вы увидите. Все мы люди, да, и все мы состоим из привычек. От чего, может, пришлось отказаться на этапе подготовки к конкурсу? На самом деле организаторы потрудились на славу. Еще раз я хочу это упомянуть, сказать, потому что у нас был полноценный обед, ужин, завтрак, и все это было очень невероятно вкусно. Просто было очень низкокалорийно, но было очень аппетитно, вкусно. Вот. Мы сидели на диете, девочки похудели, мы все похудели. Ходили помимо этого фитнес-лайф, чтобы как-то подтянуться к конкурсу, самому финалу и выглядеть достойно. Что для вас было самым сложным на этапе подготовки и в самом конкурсе, что могли бы отметить? Ну, в самом конкурсе, естественно, я хочу отметить выход в национальных костюмах, потому что все это время, пока я шла по подиуму, я думала, господи, хоть бы не упасть, хоть бы не подскользнуться, потому что национальный костюм был мой очень громоздкий, очень красивый, потрясающий. Вот, и я не хотела как-то уронить честь с этим костюмом. Вот. На этапе подготовки это, конечно же... Хочется сказать, что мы все друг друга поддерживали, и за счет этого нам было с этим легче справляться, потому что не было какого-то натиска, знаете, напряжения, которое гораздо бы усложнило вообще сам процесс нахождения в конкурсе. То есть атмосфера была очень уютная, а насчет сложности... Мне пришлось досрочно сдать экзамены в своем университете в Москве, чтобы приехать пораньше, успеть на репетиции, чтобы со всеми девочками, так сказать, влиться в
как сказать, компанию девочек, вот. Вот это было для меня самым сложным, потому что я в течение недели должна была сдать там, около 5-6 предметов, вот. Мгм. Вернемся немножко назад. Что сподвигло вас участвовать в этом конкурсе? Не буду лукавить, потому что об этом конкурсе я мечтала с самого детства. С 13 лет я ходила в модельное агентство «Айко». Тогда я увидела просто то, какими потрясающими бывают девушки, какой невероятной красоты могут быть якутские девушки. И тогда я зажглась этой самой идеей, мечтой. И каждый год я думала, вот сейчас я приму участие, вот сейчас я приму участие. И 2020 год оказался для меня успешным. Во время участия в конкурсе было ли предчувствие, что вы в нем победите, и вообще бытует мнение, что в конкурсе все может быть там куплено или решено заранее? Хотелось бы от вас услышать, действительно ли это так, либо все действительно по-честному? Конкурс был абсолютно прозрачный, потому что жюри не совещались, они считали баллы, то есть за каждую проходку они ставили, соответственно, балл, и в конце они подсчитывали эти баллы. Как-то выходило так, что они приходили к какому-то общему результату. Вот. По поводу да, я совсем не ожидала. То есть вы можете видеть мою реакцию, когда оглашают мое имя. Просто когда назвали Лилия Корякина, я просто подумала, это я, это точно я. Лилия Корякина. В общем, я вышла, немножко расплакалась, потому что это, правда, был очень эмоциональный момент. Я увидела толпу поддержки. В общем, да, я снова отклоняюсь от вопроса. Хочется сказать, что все претендентки были очень достойными. На репетициях я наблюдала за каждой и понимала, что шансы мои не то чтобы велики, мы все наравне. То есть я не могу выделить для себя какую-то особенную конкурентку. То есть мы все были одним организмом, который на славу поработал. И это наша общая победа. Я не думаю, что вот... Я никогда не думала, что я выиграю 100%. Никогда не было такого вообще. Постоянно я металась. Выиграю или не выиграю, выиграю или не выиграю. Вот. Одним из нововведений этого конкурса стала и новая корона. Может быть, немножко расскажете о ней. Ну и, насколько мы знаем, накануне конкурса была презентация этой короны. Да, мы отлично презентовали эту корону, в первый раз ее видели. Нам рассказали то, что эта корона состоит из серебра, бриллиантов, хромдиапсидов, фианитов. В этой короне около 2000 драгоценных и полудрагоценных камней. Также узоры, как вы можете видеть, символизируют вот именно чисто якутские традиции. В них также присутствуют цвета нашего флага, то есть максимально традиционный. Вот я ношу эту корону с достоинством, потому что понимаю, что, в общем, меня охватывает буря эмоций каждый раз, когда я ее на себя надеваю, даже не верится. Далее конкурс «Мисс Россия». Как вы видите себя на этом конкурсе, когда начнется подготовка и вообще когда он пройдет? Сказать честно, мы еще не обсуждали это с организаторами, все-таки прошли только сутки. Вот. Но я думаю, что я ради своей Якутии представлю свой народ, свою красоту якутской девушки достойно. Я выложусь по максимуму и сделаю все, что от меня требуется, все возможное и невозможное, чтобы оправдать все ожидания. Статус «Мисс Якутия», что он для вас дает? Ну и вообще, что дальше? Какие у вас дальнейшие планы? В дальнейшем я планирую достойно представить имидж своей республики, потому что как-никак я автоматически становлюсь брендом, наверное, Якутии, поэтому это для меня огромная честь, огромная ответственность. Вот. Поэтому я буду все это время находиться в Якутске, будет вестись жесткая подготовка к «Мисс России» с организаторами. И в дальнейшем какие планы? Собираюсь все-таки не забывать про свое образование, собираюсь его получить, бакалавриат, затем магистратура, конечно же, планируется, и вернуться к себе на родину. Далее поговорим немножко лично о вас. Расскажите о своих увлечениях, чем занимаетесь в свободное время. Ну, в свободное время я люблю смотреть кино художественное, я люблю читать книги,
также художественную, научную литературу. Увлекаюсь историей балета, только историей, потому что я не танцую, увы. И люблю йогу. Вот, тоже, если есть свободное время, всегда пытаюсь выйти как-то на занятия, вот, потренироваться, почувствовать единение с телом, с мыслями. Вот, что еще я люблю? Рисовать люблю. Также я обожаю искусство, обожаю архитектуру, наблюдаю, читаю, пытаюсь как-то больше разбираться в этом, чтобы был такой широкий кругозор. И вообще мне это интересно, то есть я не заставляю себя это делать. Это просто очень интересно. Я думаю, многих телезрителей интересует вопрос, занято ли сердце мисс Республики Саха-Якутия? Ну, не до этого хочется сказать, с этой учебой, со стажировками, вот, еще и эта корона, вот. Ну, не знаю, всему свое время. То есть у молодых людей есть шансы, я так понимаю? Не нагоняйте на меня беду. Хорошо. Ну и напоследок, Лилия, что бы вы хотели пожелать, может быть, будущим участницам конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия»? Может быть, нас смотрит будущая мисс? Будущей мисс я хочу, конечно же, пожелать уверенности в себе. Просто верьте в то, что вы можете это сделать. С вами будет невероятная поддержка и силы, терпения, стойкости. Это 3 главные черты, которые помогут преодолеть все препятствия, потому что нужно верить. Лилия, спасибо. Мы вас еще раз со всей души поздравляем и желаем успехов на конкурсе «Мисс Россия». Спасибо большое. А я напомню нашим телезрителям, мы говорили с мисс Республикой Саха-Якутия 2020 Лилией Корякиной. Это было актуальное интервью. Увидимся на Якутии 24.